Добрый день, дорогие односельчане! В преддверии Великой Победы мы рады приветствовать всех на нашей земле. Добрые традиции всегда остаются в нашей памяти. И вновь гостеприимное село сегодня станет центром острейших спортивных баталий среди сильнейших спортсменов района по волейболу, посвященного памяти Шайдаева Магомедганифа Гаджибалаевича. Как вы знаете, сегодня огромное внимание уделяется спорту в молодежной политике. Примером тому является открытие в нашем районе множества спортивных школ и площадок, которые на сегодняшний день успешно функционируют. Яркое подтверждение тому уважительное и заботливое отношение к каждому живущему среди нас. Это также и наша память о тех, кто остался на полях сражений или ушел из жизни в последующие годы. В нашей памяти никогда не сотрутся имена солдат Великой Победы, их отважный подвиг. Сегодня мы отдаем дан глубокое уважение и благодарности каждому, кто находится в зоне специальной военной операции на передовой и в тылу. Все мы в неоплатном долгу перед ними. В наших сердцах не угаснут чувство благодарности и глубокое уважение к ним. Хочу всех поздравить с наступающим великим праздником Победы 9 мая. Желаем вам здоровья, мира, счастья и благополучия. Слово для открытия турнира предоставляется главе муниципального района Сулейман-Старский район Тимирханову Саиду Мусиновичу. Уважаемые жители села Цмур, гости, дорогие дети, сегодня мы, как обычно, ежегодно мы проводим в преддверии нашего самого большого, самого памятного нашего праздника, Дня Великой Победы. Мы здесь, в селении Цмур, проводим волейбольный турнир памяти генерала Шайдаева. Конечно, братья Шайдаевы, наряду с другими нашими достойными соотечественниками, внесли серьезный вклад и в Великую Победу, и в послевоенное время, и в мирной жизни. И селение Цмур многим обязано нашим прославленным генералам, братьям Шайдаевым. И сегодня, вы знаете, в селении Цмур, благодаря усилиям Марата Магомедовича Шайдаева, достойного продолжателя рода Шайдаевых, построено крупное учебное заведение, школа, которая сейчас является примером для всей республики. Вы знаете, совсем недавно глава республики привел Цмурскую школу в пример всей республики, посоветовал всем руководителям городов, районов республики приехать в Цмур, изучить опыт Цмурской школы и в плане самого объекта такого замечательного, и в плане того, как построен здесь образовательный процесс. Вы знаете, что сейчас завершается проектирование пристройки большого корпуса нового к Цмурской школе. Будет построена школа-интернат, и дети со всего района будут иметь возможность посещать эту замечательную школу. Помимо этого сейчас завершается проектирование линий водоснабжения и очистных сооружений селения Цмур. И в ближайшее время жители села получат чистую воду, и у нас не будет проблем с обеспечением водой наших жителей села Цмур. Сегодня, в преддверии этого нашего праздника, конечно, хотелось бы сказать несколько слов о том, что вы все знаете, сейчас продолжается специальная военная операция. Наша армия была вынуждена для защиты интересов нашей страны проводить эту специальную военную операцию. Большое количество жителей нашего района, военнослужащих, более 300 человек сейчас принимает участие в этих боевых действиях. Я хочу еще раз от имени администрации, от всех жителей района, еще раз поблагодарить всех наших воинов за то, что они в это тяжелое время исполняют свой гражданский, воинский долг, защищают интересы нашего государства, борются за мирное будущее для всех нас, для тех детей, которые здесь находятся.
Хочу пожелать всем нам, чтобы военные действия закончились победой нашей армии в ближайшее время, и все жители нашего района вернулись к своим семьям. Всех вас еще раз хочу поздравить с наступающим праздником. Село Цмур сейчас, как я уже сказал, это точка притяжения не только образовательной общественности, не только школу селения Цмур сейчас люди посещают. Сейчас очень большое количество туристов приезжает, смотрит наши достопримечательности, общается с нашими замечательными людьми и самыми хорошими, приятными воспоминаниями возвращается в свои родные города, родные края. Поэтому еще раз хочу всех жителей села тоже поблагодарить, пожелать вам всем здоровья, успехов, удачи. Слово предоставляется Шайдаеву Магомеду Маратовичу. Всем ассаламу алейкум, всех приветствую. В первую очередь хотелось бы поблагодарить жителей села, администрацию района, главу поселения сельского района за то, что помогают поддерживать нашу небольшую семейную традицию. На самом деле эта традиция была заложена моими старшими, дабы поддерживать и придать импульс молодежи района, молодежи села и в целом спорту. Хочу поблагодарить всех участвующих, всех ребят, которые приняли участие. В этом деле в этом большом деле нету проигравших, так как мы все делаем большое доброе дело. В преддверии 9 мая хотел выразить слова поддержки всем ребятам, которые находятся на территории СВО, которые отстаивают ценности нашей большой страны, малой родины. Спасибо.
обратиться к директору Цмурской средней общеобразовательной школы Ежову Сергею Юрьевичу. Уважаемые друзья, уважаемые гости, для меня большая честь находиться рядом с вами в ЦМУРе, работать на благо, скажем так, наших детей. И в преддверии 9 мая я, знаете, задумался о чем. Вот, наверное, нет ни одной семьи в нашем большом государстве, кого не коснулась вот эта Великая Отечественная война. У меня два прадедушки пропали без вести. Сегодня я смотрел журналы в нашем замечательном музее, и это действительно нас всех объединяет. То, что совершили наши деды, мы не имеем права забыть. То, что сейчас совершают наши с вами близкие, родные на территории СВО, это тоже великий подвиг. А сегодня 5 число, традиционный турнир по волейболу. И мне очень приятно, что эта добрая традиция продолжается. В свою очередь я хочу вас поздравить с наступающим великим праздником Днем Победы. Спасибо. Песня «Встанем» исполняет учащийся детский дом творчества Слемостарского района. Встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами, истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами, больше не с нами. Встанем и песню затянем. Наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца.
посвященный памяти Шайдаева Магомед-Ганифа Гаджибалаевича, объявляется закрытым. Спасибо всем, что принимали участие в этом митинге. Салам алейкум, уважаемые гости, уважаемое руководство, участники нашего турнира. От лица Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Сулейман-Стальского района я рад вас сердечно поприветствовать на ежегодном межрайонном турнире по волейболу памяти генерала-майора Шайдаева Магомед-Ганифы Гаджибалаевича. Отрадно то, что именно вот сегодняшний турнир, сегодняшнее мероприятие носит подобный характер, дан честь достойного человека, чей род, чье наследие сегодня проработало и также дальше продолжает прорабатывать огромную плодотворную работу во благо нашего района, во благо данного поселения. А сегодняшний турнир носит здравый смысл, учитывая то, что наши с вами родные, наши с вами братья находятся на специальной военной операции на Украине, им сейчас тяжело, и, пользуясь случаем, очередное событие, то, что мы с вами можем провести тем, что мы можем поддержать, это сплотившись в одно единое целое, отдав дан уважения нашим ребятам, которые находятся вдали от своей родины. Пользуясь случаем, за всяческое осуществление мероприятия я хочу поблагодарить администрацию нашего района во главе с Саидом Мусиновичем, первого заместителя Влад Сабединовичем, управление образования, отдел культуры, телевидения, детские и спортивные школы, ну и соседние наши братские районы, которые в очередной раз приехали поддержать наше мероприятие. Пользуясь случаем, я хочу поздравить вас с наступающим праздником 78-й годовщиной Великой Отечественной войны, Великой нашей победы. Хочется пожелать вам здравия, блага и больших побед на больших аренах. Спасибо большое. Слово для открытия предоставляется главе муниципального района Сулейман-Стальский район Тимирхану Саиду Мусиновичу. Уважаемые участники турнира, уважаемые гости, хочу от имени администрации муниципального района, собрания депутатов, искренне вас всех поздравить с началом, с открытием очередного турнира, посвященного памяти Магомед-Ганифы Гаджибалаевича Шайдаева. Как здесь уже Чингиз Абдулжидович отметил, сегодня мы этот турнир, как всегда, проводим в преддверии нашего великого праздника Дня Победы. В муниципальном районе, как и во всей стране, проводится большое количество мероприятий, посвященных Дню Победы, памяти о павших героях в ходе Великой Отечественной войны. Одним из самых достойных мероприятий в этом ряду является наш ежегодный турнир. Я еще раз хочу выразить слова искренней благодарности семье Шайдаевых, которые учредили этот турнир и ежегодно его сопровождают, продолжают его. Вы знаете, в селении Цмур сейчас это такая визитная карточка Сулейман-Стальского района. Она становится визитной карточкой всей Республики Дагестан. Здесь фактически находится самая лучшая сельская школа Российской Федерации. Такую оценку ей даем не мы, а начиная с главы республики, все гости, посещающие турнир, наше село и эту школу. Причем гости самого высокого уровня, ранга. Они отмечают это, значит, наше село и нашу замечательную школу. Поэтому еще раз хочу поблагодарить семью Шайдаевых за то внимание, которое они уделяют своему родовому селу. Ведь все, что они делают, это делается для жителей села, для жителей района. Это и крупный инвестиционный проект, который обеспечивает наших жителей работой. Это и социальная поддержка, которую они оказывают, строя и участвуя в капитальном ремонте, строительстве новых объектов для жителей села Цмур и в целом всего нашего района. В преддверии этого праздника, как мы уже отмечали, конечно, надо сказать, мы обязаны отметить наших героев, наших воинов, которые сейчас, являясь продолжателями славных подвигов, славных дел своих дедов, прадедов, сейчас находятся
на территории сопредельного государства, участвует в специальной военной операции, мужественно исполняет свой воинский, гражданский долг, чтобы у наших детей, у нас, у всех была возможность жить под мирным небом, чтобы мы могли с вами созидать, заниматься мирным трудом, участвовать в спортивных соревнованиях, заниматься строительством объектов, жить в мире и спокойствии. Еще раз хочу всех их поблагодарить, и их родителей, представителей педагогических коллективов, которые участвовали в воспитании таких замечательных наших соотечественников, которые сейчас находятся в тяжелых условиях, но тем не менее продолжают свою работу. Мы все надеемся, что все наши ребята, близкие, родственники с победой в ближайшее время вернутся к нам всем, к своим семьям, к своим детям и продолжат участвовать в спортивных соревнованиях и заниматься своей мирной деятельностью. Уважаемые участники соревнований, конечно, в первую очередь сегодня это спортивные соревнования, поэтому все стремятся к победе. Хочу всем вам и сегодня, и в будущем пожелать самых больших успехов в вашей спортивной деятельности. Всем вам мира, добра, здоровья, чтобы в ваших семьях всегда были только такие праздничные события, как сегодня. Спасибо.